Чуть ранее в Госсобрании Ил-Тумен состоялись парламентские слушания. Обсуждение шло вокруг темы о государственной поддержке завоза продукции в арктические и северные районы республики. Какие моменты и факторы навигации этого года были отмечены и к чему в итоге пришли участники слушания? Репортаж Виталия Абрамова. Отсутствует единый диспетчер по организации и регулированию завоза. К такому мнению сегодня пришли участники парламентских слушаний после доклада заместителя председателя правительства Анатолия Скрыбыкина. Вопросы схемы завоза продуктов питания, но и какие-либо продукты питания можно было производить на месте, поэтому изучить по каждому району возможности каждого района, что можно производить в местных условиях, в каждом из арктических районов. По словам парламентариев, нужно рассмотреть вопрос о внесении дополнений в республиканский закон об особом режиме завоза грузов. Депутаты предлагают привлечь ресурсодобывающие компании к поставкам грузов и обеспечению экономического стимулирования. Помимо этого, приняты вопросы о восстановлении речного порта поселка Хандыга и модернизации складских помещений для хранения продуктов. Есть необходимость вернуться к тем маршрутам, которые раньше действовали. И сегодня перед нами стоит задача проанализировать, и смотреть в комплексе. Это вопросы жизнеобеспечения. Начиная от доставки ГСМ. От глав муниципальных образований Севера участники слушаний ждут оперативного контроля за ходом доставки грузов, включая отдаленные наслега, и не забывать следить за уровнем цен на социально значимые продовольственные товары. Почему-то в разных районах цены разные, хотя разница фактически его не должно быть, так как транспортные расходы полностью покрываются. Поэтому из Госкомцен, чтобы по этой линии более усиленная проверка была и цены соответствовали тем ценам, которые должны были быть на прилавках. Вместе с тем парламентарии отмечают, что остается актуальной проблемой создания неснижаемого переходящего страхового запаса топлива. Помимо этих вопросов в ходе парламентских слушаний вскрылось много сопутствующих проблем, которые надо было решать еще вчера. Масштаб работы огромный, и на решение всех проблем, как показывает практика, уйдет и не один год. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.